Современная ситуация в мире не допускает застоя, особенно когда речь идет о средствах массовой информации. Этим и объясняет Муслим Кучиев идею реорганизации Министерства по нацполитике, внешним связям, печати и информации. На ваше рассмотрение предложения реорганизация Министерства информации, печати, национальной политики и внешним связям, реорганизовать Министерство информации, печати и соответствующие кадровые изменения. Рамзан Ахмадович Нагасан Хорейз мы хотели Ахмада предложить в новом министерстве, реорганизованном министерстве в качестве министра печати и информации Чеченской Республики. На ваше рассмотрение, Рамзан Ахмадович, из очень востребованных предложений Рамзан Ахмадович, он дальше интернетчика, сайтчика, и основной акцент чтобы у министерства нового, не отвлекаясь на другие цели, именно заточенность была на самое решение актуальных проблем, которые стоят перед обществом, перед Россией и Чеченской Республикой. Рамзан Кадыров поддерживает идею реорганизации. Главные аргументы «за». Первое. Для большой эффективности все СМИ должны быть объединены под крылом отдельного ведомства. Второе. Ахмед Дудаев в качестве помощника главы и директора ЧГТРК «Грозный» сумел за короткий срок качественно улучшить работу не только телеканала, но и всех региональных СМИ. Дудаев Ахмед Махмудович родился 2 августа 1987 года в городе Грозном. В 2009 году окончил Грозненский государственный нефтяной институт имени академика Миллионщикова, а в 2013 Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Трудовую деятельность начал в 2008 году в информационно-аналитическом управлении главы и правительства Чеченской Республики в секторе планирования, мониторинга и анализа СМИ. Спустя 4 года стал главным консультантом информационно-аналитического управления главы и правительства. В 2017 году назначен директором Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный». С 2019 года также является помощником главы Чеченской Республики посредством массовой информации. Имеет следующие награды. Орден Кадырова. Медаль памяти Ахмад Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики. Медаль за заслуги перед Чеченской Республикой. Почетное звание «Заслуженный журналист Чеченской Республики». Благодарственное письмо главы Чеченской Республики. Почетная грамота главы Чеченской Республики. Национальная политика, конечно, да, связи больше, из больше, да, прерогатива администрации, да, и внутренняя внешняя политика, да, исходя из этого, я была первый заместитель руководитель главы администрации, главы правительства, диалог, что на самом деле Ахмад в последнее время зарекомендовал себя, после того, как мы поручили, назначили его помощником главы по СМИ, и мобилизовать меня было полностью, а я еще реорганизации не даст, около общим министром, я был поручение еще командировка, на хозяйстве должным образом именно печати информации, чтобы проблем не такой из Амурстона, решить нет, да, молодого, назначить полностью соответствующий технически белоспинчил, однозначно позиции, что он предвзятый, в пользу власти, или в пользу чиновников, именно, как есть, донести до населения, в принципе, такого. Кадыров напоминает, республика по-прежнему в режиме информационной войны. И главная цель региональных журналистов – донести объективную информацию до аудитории. По мнению Кадырова, Ахмед Дудаев руководствуется в своей работе именно этим принципом. Отсюда и высокое доверие. Максимально если миллион бобичей, там, республика неправильно шаг моин, старается, связывать, с властью, и обществом, семьи, какие проблемы, что республика, 1,5 миллиона человек, хоть обязательно, что сам дочь, ангел штат, есть и проблемные направления, есть и позитивные, правильное направление, в пользу общества, республики. Поэтому объективно и военгойчу,
Ой, Хоган, поддержка есть, в частности, да, он, как председатель правительства, да, и руководство республики, да, чтобы они могли освещать, да, именно донести до населения, до общества, да, вот, чего мы хотим, чем мы занимаемся, чего мы добиваемся, да, конечно. Если где-то со стороны кажется, что мы ведем неправильную политику или неправильно решаем вопросы, но в конце концов, чего мы хотим, на самом деле, есть решение, что он не стоит, ну, конечный, суть еще раз говорю, scheitnis dan is jodsjudaïs dan schizofrenic jodsjudaïs dan het zijn dan we kerujentje исламские центры Коран бешен лечение я хозу довой это не получится там dan психически да we galbolchan борня хайда так юрта всегда бедербу так dan далее бой да диабетки и вот. Помощник главы республики по СМИ и теперь уже министр информации и печати Ахмед Дудаев поблагодарил Рамзана Кадырова за поддержку чеченских журналистов. Он заверил, что и в дальнейшем СМИ будут выполнять свою социальную роль, налаживая связь между властью и обществом. Нагрузка параллельно и ответственностью было бы и на мосту смешно мосту организации, что в нашем направлении мосту ордешна осталду и на осталдеш больше штейлин задач выполнить. Тогда я хочу так, что аллар объективно болбарили рано, что даже в некоторых западных странах как препятствует выполнению объективной работы журналистов, что он ночью чуха, задание поручений нам не поступало со стороны руководства позиции СМИ, чтобы мы сверяли или где-то подгоняли под позицию официальных властей. Он абсолютно объективно был бы возможностью не шел пожеланий не он даже в рамках одного проекта прямых эфиров что проблемные недоработки что недоработки шмитчанасан и что свободно озвучивать ограничивать себя журналистики болбана осталдербен не лам царвону дерзко резко озвучивать его смешка так вот смеш эдела вот царь позиция не сверяйте еще больше малый шутон войсан эфире не шел пожелание озвучивать еще шмет шел баттен дерез хвалаерсон хайна журналистично я шел внимание даже в рамках пандемии избежал было несколько видов пропусков и на 2 часа на целый день и спецпропуск журналистично в рамках нашей работы в период пандемии спецпропуска все 700 сотрудников журналистов на территории Чеченской Республики они имели право передвигаться круглосуточно географически в любом направлении препятствия Последние новости высоко оценили и другие известные журналисты республики, которые долгое время работали вместе с Ахмедом Дудаевым. Руководству республики видно дальше, видно лучше, поэтому решение об этом, оно, естественно, взвешенное. Информационная сфера, она сейчас занимает, наверное, одно из лидирующих мест, и поэтому глава республики решил уделить более серьезное внимание этой сфере. Поэтому реорганизация министерства полностью в сторону этого направления, оно, естественно, востребовано и логично. И Ахмед Махмудович сам человек молодой, то есть энергии ему не занимать. И мне кажется, это достаточно очень правильное решение главы в том, что назначил именно такого молодого, амбициозного человека. Назначение на должность министра печати и информации Ахмеда Дудаева абсолютно неудивительно. Он за короткое время успел наладить работу всех республиканских СМИ. Это и печатные издания, информагентства, телеканалы. Конкретно на телеканале «Грозный» под руководством Ахмеда Дудаева произошло очень много изменений. Мы это видим и из наших опросов, которые мы проводим регулярно. Зрители пишут и оценивают на высоком уровне те или иные проекты, в их числе и прямые эфиры, которые проводятся регулярно по инициативе главы республики, нашего почетного президента. Уже завтра начнется сам процесс реформирования министерства, подготовка необходимых бумаг и правовое оформление. Реорганизация министерства – событие довольно редкое даже для регионального правительства. Но сегодняшние изменения – это требование времени. И республиканские власти рассчитывают, что эффект от этих решений будет ощутим совсем скоро. Зураб Центроев, Ислам Мурдабеков и Умар Алиев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.